Это новости экономики в прямом эфире на Якутия-24. В студии работает Миргуяна Иванова. Ипотечный кредит под 2% годовых без первоначального взноса планируется начать выдавать жителям Дальнего Востока до конца этого года. Первые ипотечные договоры граждане смогут оформить уже к концу 2019 года. Срок кредитования – 20 лет без первоначального взноса. Максимальная сумма кредита – 4 миллиона рублей. Сейчас средняя ставка по ипотеке составляет 11% годовых. Новый механизм льготной ипотеки предусматривает покупку, строительство или ремонт жилья, как квартир, так и домов. А получить льготную ипотеку смогут обладатели дальневосточного гектара и молодые семьи, в которых возраст одного из супругов не достиг 35 лет. Остальные категории граждан, конечно, они не смогут получить, но в настоящий момент также ходит на согласование проекта постановления правительства Российской Федерации о предоставлении жителям села на строительство своих домов ипотекой по 3% годовых. Это тоже очень хороший такой вариант обеспечения жильем. Переход на электронные паспорта в России может произойти в 2022 году. Их дизайн и тип пока обсуждаются. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов. Отмечается, что в электронном паспорте будет содержаться информация о водительском удостоверении, прописке, данных о регистрации, данных регистрационного учета и СНИЛС. По мнению Акимова, идеальным электронным паспортом может быть мобильное приложение, которое сможет защитить персональные данные граждан с помощью российской криптографии. Управляющая компания территории опережающего развития «Индустриальный парк Кангаласы» подписала меморандум о взаимопонимании с Торговой палатой Стамбула. Документ направлен на привлечение потенциальных инвесторов в Якутию, призван активизировать торгово-экономические отношения и укрепить сотрудничество между действующими резидентами ТОР «Индустриальный парк Кангаласы» и бизнесменами Стамбула. Благодаря договоренностям между Торговой палатой Стамбула и Комитетом ювелиров Торговой палаты компания CBM, реализующая инвестпроект по созданию ювелирно-гранильного кластера в ТОР Кангаласы, ранее подписала долгосрочный контракт на поставку бриллиантов одной из турецкой компании. Всего по соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока на ТОР «Индустриальный парк Кангаласы» инвестиционную деятельность ведут 16 резидентов с проектами на общую сумму свыше 2 миллиардов рублей и планами создать 353 рабочих места. Делегация из представителей японских компаний Камая Халтек Incorporated, Mitsui & Co. Limited, Nomura Research Institute, Oriental Consultant Global прибыла в Якутск для изучения крупных инвестиционных проектов, реализуемых на территории региона. Делегация заинтересована в изучении данных о вечной мерзлоте и состоянию почв для детальной разработки проектов в сфере строительства. В этот раз целью японской стороны является обсуждение новых проектов. Отметим, что ветропарк в Тикси, построенный в прошлом году, при участии японских компаний, успешно функционирует. Ветроустановки прошли проверку низкой температурой. Первый заместитель председателя правительства России, министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов избран председателем наблюдательного совета Алроса. Глава Якутии Айсен Николаев избран первым заместителем председателя наблюдательного совета. Зампредом Напсовета избран генеральный директор Алроса Сергей Иванов. Члены Напсовета также избрали состав профильных комитетов. Комитет по стратегическому планированию второй год подряд возглавил замминистра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев. В состав комитета также вошли советник главы Анабарского района Якутии Андрей Карху, генеральный директор Целевого фонда будущих поколений Якутии Сергей Местников, председатель правительства Якутии Владимир Солодов. Продолжение темы. Алмазодобывающая компания «Алроса» в июне продала алмазно-бриллиантовую продукцию на 222 миллиона долларов. Объем продаж алмазного сырья составил 219 миллионов долларов, бриллиантов – 3 миллиона долларов в США. Всего в январе-июне 2019 года «Алроса» продала алмазно-бриллиантовую продукцию на 1 миллиард 800 миллионов долларов. Всего стоимость реализованного алмазного сырья за 6 месяцев 2019 года составила 1 миллиард 700 миллионов долларов США. Бриллиантов – 27 миллионов долларов США. Тем временем якутские алмазы могут стать объектом интеллектуальных прав. Региональный бренд или географическое указание может стать объектом интеллектуальных прав. Соответствующий законопроект Госдума уже приняла в 2 чтениях. Согласно документу, обоим видам средств индивидуализации товара дается определение географическое указание и наименование места происхождения товара, а также указываются конкретные требования к каждому из них. В соответствии с этими требованиями заявитель сможет определить, на охрану какого объекта интеллектуальных прав
прав он может претендовать. В качестве географического указания можно было бы зарегистрировать, например, калужское тесто, байкальский омуль, камчатский краб, якутские алмазы, золото Костромы. Поправки учитывают, что географическим указанием является обозначение, идентифицирующее товар, определенное качество, репутацию или другие характеристики, которые связаны с его географическим происхождением. Изменения позволят повысить конкурентоспособность экономики регионов, будут способствовать привлечению российских и иностранных инвестиций, а также развитию туризма. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.